Эдик Хелшин, доброе утро, друзья. Снова с вами я. И меня просили показать мою птицу, мои подписчики. Но перед тем, как показать птицу, друзья, я хочу выразить вам огромную благодарность за подписку, которую вы мне сделали. Я даже растерялась, когда начали приходить сообщения, что подписываются, что комментарии. И комментарии были такие, друзья, приятные, хорошие, что я даже не знаю, я не могу найти слов, я не могу передать, что я чувствовала. Но это было, если честно, просто, я не знаю, даже это радость была неописуемая, мне было очень приятно. Спасибо вам всем огромное, я вам очень благодарна. Надеюсь, вам со мной будет интересно, что вы останетесь со мной, вы будете меня поддерживать. И я даже не знаю, у меня слов нет сказать вам, в действительности выразить свою благодарность. Большое вам спасибо. Я старалась, отвечала вроде бы вам всем. И надеюсь, еще буду отвечать, и вы мне будете писать, и у нас будет обратная связь, и мы будем дружить, и переписываться, и вы будете подписываться, и комментировать, и лайкать. Я на это очень надеюсь. Большое-большое вам спасибо. Значит так, о птице. Начну отсюда. Первых вот выпустила и покажу вам. Хочу рассказать сначала о гусятах. Это гусята кубанской породы. Я, правда, в этом году сама не собиралась их покупать. Ну, видимо, собираться как не собиралась. Мне хотелось их купить. Я заинтересовалась, но у меня не было денег. И как-то сидя, когда дочки приехали, мы собрали, сидели. И я сказала, что вот говорят, что кубанские гусята, кубанские гуси хорошие. И она мне, через какое-то время они уехали, она мне присылает... звонит мне таксист и спрашивает, это ваш адрес? Да. Я к вам с доставкой. Я ни сном, ни духом не знаю, что за доставка. Выхожу, а там в коробке гусята. Но гусята были такие белые, обычные белые гусята. И я говорю, что это? Он говорит, я не знаю, мне сказали вам доставить. И через какое-то время звонит дочка, мама, я тебе кубанских гусят прислала. Я говорю, они не кубанские, вроде бы кубанские гусята. Гуси должны быть белые, они же, серые, они белые. Она говорит, я не знаю, он мне сказал, что у него есть кубанские гусята, раз ты хотела, я тебе прислала их. Но они оказались, скорее всего, Линда, потому что они белые. И она все-таки решила еще мне их прислать. И вот прислала 12 этих гусят. Это, по-моему, уже точно кубанские гусята, не знаю. У меня не было, если честно, кубанских гусей никогда. Линда была, обычно серый гусь был, но таких не было. И вот это первые, вот мои малыши, 12 штук их. Им уже 2 недельки. Я как-то снимала их маленькими, но никак не получалось пускать их в ролик. Так, и вот прибежали мои тоже любимчики. Вот, цыплята, это тоже самые младшенькие мои. Вот, они выбежали сегодня с утра, я их еще не выпускала. Они нашли лазейку и вышли. Вчера, видимо, мы плохо дверь закрыли. Вот этих цыплят, друзья, я купила суточными. У меня есть ролик, но, наверное, не все смотрели, конечно, потому что только подсоединились ко мне, где я ездила покупать цыплят постарше для себя. Я купила 20 с лишним, по-моему, цыплят, точно тогда не помню, побольше. Ну, им тогда было месяц и где-то 1,5, по-моему, было такие цыплята. И 2-двухмесячные были, я уже не помню, если честно. Ну, покупала с таких больших цыплят. И потом, и рядом вот у нее стояла коробочка с цыплятами суточными. В этом году вообще не собиралась покупать суточных. Все время себя сдерживала, хотя люблю сама их выращивать. Но куда бы я ни ездила, я сдерживалась и не покупала их. Но вот эти мне понравились. Видите, может быть, не видно, может видно. Они все вот такие чубатые, голошейки, интересненькие такие, видите, лохмоножки. Я просто, эта заводчица, продавщица была знакомая моя, когда-то постоянно у нее покупала. Русская женщина приезжает, по-моему, с Моздока или с Майского, я точно, по-моему, с Майского. И я ей говорю, Таня, а можно я выберу просто красивеньких? Я говорю, вот, и объяснила, что я не хотела заниматься, но раз они такие красивые. Да, выбирай, говорит, какие хочешь, Лейла. Без разницы. И она мне дала выбрать всех красивых из этой коробки, которые голошейные, чубатенькие, лохмоножки. Было их 20 штук, но 3 я потеряла, а так остальные все есть. Вот выросли им уже месяц и неделька, по-моему.
Только они, я сейчас их компактно вам не смогу показать, показываю понемножечку. Потом еще раз делаю ролик, когда уже я их выпускаю или еще что-то. Видите, они везде вот по двору сегодня выбежали, бегают. Вот так вот. Так, теперь дальше буду выпускать и дальше буду вам показывать. Друзья, еще ничего не выпущено у меня, это первые. Так, друзья, и вот дальше продолжаю вам экскурсию по моим цветам. Уйди оттуда. Это мои арпекточки, друзья. Они тоже были куплены мною суточными. Это каша. Я после обычно каши, если остается утром завтрак, ставлю цыплятам. И вот и кошка, и котят, и котенок. Это у меня не свои, причем просто во дворе их столько много развелось. Я им всегда наливаю молоко, и поэтому, видимо, набралось у меня их. Так, ну это вот я вам объяснила, что это арпингтоны. Их у меня 8 штук. Птица дорогая. Были куплены мною суточными по 200 рублей за суточного цыпленка. Вот так вот, друзья. Потом дальше буду продолжать показывать вам, где и что у меня. Так, друзья, продолжаю вам обзор своей птицы. Значит, это у меня гуси и утки. Все вместе. Тут разных возрастов, если честно. 20 уток у меня уже 3-месячных. Вчера смотрела, вроде бы уже можно резать. Но сегодня нет сына дома и резать не получится. Хочу посмотреть. 7 гусей у меня постарше. И получается 18 гусей из них помладше. 25 гусей здесь. Так, 20 больших уток. И где-то, по-моему, 26 или 27 помладше уток, вот этих темных. И 8 индоуточек. Вот это вот мое водоплавающее хозяйство. Если честно, я уже даже и думаю, зачем я их покупала, потому что младший сын уехал, и теперь старший собирается уезжать. Вообще-то он собирался уезжать в субботу еще, но они отменили на дней, по-моему, на 10 или на недельку, я не знаю. Отсрочили поездку, тоже едут на заработки. Так что не знаю, для кого я их и развела. Ну, посмотрим, может, приедут. Можно будет зарезать, положить в морозилку пока. Но зимой, скорее всего, они все равно приедут. А до зимы младшенькие как раз подрастут. Ну, а постарше, которые придется все-таки резать, едят очень много утки. Я уже замучилась с ними. Даже жалею, что уток развела в этом году, если честно. Так вот, друзья. Это вот, я вам сказала, водоплавающие. Видите, они все разных возрастов тут по партии. Так, пришла корова чужая. Сейчас придется мне сторожить, пока они не сидят. Это все. Так, ну вот, друзья, это уже следующие мои. Это самые старшие мои куры. Так, вон, бегают все. Эти петушки в этом году, таких петушков у меня никогда в жизни не было. Драчуны между собой дерутся, не оставляют ни одной птицы. Завтра, скорее всего, будет у меня забой. Зарежу всех этих петушков старшеньких. И, по-моему, если будут нормальные, то и уток штук 10 точно зарежу, если их уже можно будет резать. Так, это вот видите, курочки у меня, вот эти серенькие курочки, это доминанты. Это с ними были петушки. Я их покупала 20 штук. Одного я уже рассказывала, потеряла с первого раза. Больше у меня потери именно с них не было. Единственное, я одного зарезала, потому что был ужасный драчун. Но, оказывается, они уже все драчуны, друзья. Я не знаю, что с ними делать. Так, вот эта партия. И у меня есть цыплята помладше. Они у меня все разбежались по огороду, если честно. Уже начали объедать мне свеклу мою всю объели. Вот эти вот бегают, видите? Вот этот вот, они помладше. Их у меня 26 штук. Но, друзья, сейчас показать не смогу, разбежались. Как только я открыла калитку, они разбежались все. Может быть, потом я вам как-нибудь их тоже покажу. Они и по огороду, и по этому огороду, и туда во двор по палисаднику. Вот тут их побольше немножко. Вот тут больше серебрянок собралось. Я не знаю, видно или вам нет. Видите? И там еще во дворе, я их покажу, наверное, во дворе в палисаднике одни. Они просто сейчас везде прячутся чисто от этих петухов.
Им не дают петухи вообще не есть ничего. И видите, ага, вот они сейчас прям все по грядкам моим разбежались. Вот. И вот таких у меня 26 штук побольше. Но не все серебрянки. Вот это серебрянки собрались вместе. Есть разные, разнобой. Так, сегодня, может быть, надо будет собирать огурцы. Так, ну вот висят огурчики. Скорее всего, надо будет. Ага, вот висят. Вот огурчики. Ну да, сегодня надо будет сделать борщ. Позавчера только делала, но сегодня надо будет сделать. Так, вот, друзья. Почти всю птицу я вам показала. У меня еще осталось 6 гусят. Сейчас их буду выпускать, тоже вам покажу. И вот, друзья, это 6 гусят моих. Это те гусята, которые прислала дочка ошибочно. Думаю, что это кубанские. Это обычные, по-моему, Линда. Их было 10 штук. На 4 я потеряла. Буквально не знаю как. Просто вечером были нормальные. Утром выпуская тоже были нормальные. Вот выпустила, они передо мной бегут. И буквально вот через каждые метр-два начали падать. И буквально через полчаса они у меня подохли. Я не знаю, что с ними случилось. Может быть, они чего-то поели, что-то сделали. Я не поняла, что с ними случилось. Оставшиеся 6 и не болели, ничего с ними не было. Не знаю. Но вот этот мой драчун, голошейный петух, их в покое не оставляет. Одного, вон, видите, глазик даже больной из-за того, что вот этого драчуна я не могу остановить. Мне надо будет его срочно зарезать. Вот так, друзья, почти всю птицу я показала. Еще в палисаднике бегают разные, которые бегают действительно от этого петуха. Тоже вам их покажу, раз вы все хотели их видеть. Ну вот, видите, вот эти, которые я говорила вам, что они у меня в палисаднике. Ну вот бегают от меня, не могу их снять сегодня. Это вот из тех, что я говорила, вот серебрянки, которые мои, 26 штук. Вот они были тоже куплены с ними. Вот они настолько испугались этих петухов, что везде вот скрываются у меня в палисаднике, везде не дают себя снять. Просто я сегодня начала снимать, хотела вам показать всю птицу вместе, но не получается. Друзья, меня извините, конечно, видите, прячутся они. Так, вот. Ну, потом еще раз по ходу вам покажу. Я еще раз хочу вам выразить благодарность, друзья мои подписчики, что вы подписались. Надеюсь, вам будет со мной интересно. И вы не будете отписываться, что вы будете писать мне комментарии. И мы будем общаться с вами. Но пока сейчас все спряталось. Больше снимать не могу. И, наверное, я вам еще сейчас сниму своих перепелят, наверное. Видите, вот они тоже. Они интересненькие, тоже голошейки все. Кучерявые такие. Подожди, попрятались маленькие хуликаны. Видите, вот они бегают. Так. Ну ладно. Так, и вот, друзья, покажу вам перепелок наших. Так, вот. К сожалению, я знаю их названия общие, но не знаю, какие из каких. Потому что перепелками, друзья, занимаюсь не я. Перепелками занимается мой сын. Но, скорее всего, он скоро уедет, как я сказала. Мне придется ими заняться, и надо будет учиться этому. Я знаю, что одни японские, одни маньчжурские, одни техасские. Но которые, я не знаю. Вы меня извините. По-моему, белые японские, если я не ошибаюсь. Точно не знаю. Так, вот. Такие. И вот еще. Чуть-чуть яиц пока нет. Обычно вот тут вот яички бывают. Так, вот так вот общее я вам покажу. Наверное. Это вот сделал брудер для суточных, для маленьких. Они будут там сидеть. И вот эти вот тоже сидели в этом брудере. Мы их покупали суточными. Мы заложили, правда, 150 яиц, 153 яйца было заложено в инкубатор. Но я не знаю, я еще даже не проверяла. Но надо будет ночью проверить. Обычно я проверяю фонариком. Потому что 15 часов у нас не было света. И не могу сказать, вылупятся ли они или нет. Ну вот сегодня, друзья, про птицу все.
по ходу вам буду еще показывать.